Здравствуйте, это передача «Акцент», с вами Аял Яковлев. Сегодня мы разговариваем про знаменитую трассу Аляска-Сибирь. Сегодня у нас в гостях заслуженный работник транспорта, один из первых руководителей авиации Якутии Михаил Егорович Васильев. Здравствуйте. Спасибо. Михаил Егорович Васильев, ветеран авиации Якутии, родился в 1937 году. В 1965 закончил Киевский институт гражданской авиации, после чего 51 год своей жизни посвятил авиационному делу. С 2000 по 2015 год председатель Рескома профсоюза авиационных работников, создатель музея авиации. С 2015 года на пенсии. Автор книг по истории авиации Якутии, эксперт в области трассы Аляска-Сибирь, член Союза писателей Якутии, член Союза журналистов Якутии. Скажите, пожалуйста, значимость трассы Аляска-Сибирь в годы войны для фронта, насколько она была важна? Ну, во-первых, внезапное нападение Германии на Советский Союз поставило страну в очень тяжелое положение. Первых полдня войны 1200 самолетов разгромлены были при пограничных аэропортах. И за первый год войны Красная Армия потеряла 3 миллиона 100 тысяч человек убитыми, схваченными в плен, сдавшимся в плен, то есть потеря была огромная. И 80% промышленных предприятий в авиации находились на оккупированной или на регионах, где шла война. Поэтому, в принципе, страна оказалась при всем при том не совсем готова к отражению. В этих условиях руководство страны приняло решение вести переговоры с Америкой, Англией, Канадой, переговоры о оказании помощи. Первый год, конечно, мы проигрывали здорово, и они должны были нам поставить 600 самолетов, истребителей, бомбардировщиков, но они поставили только половину. То есть у них двойная была позиция в этом направлении. Поэтому было принято решение уже в 1941 году о строительстве магистрали воздушной трассы Красноярск-Аляска. Красноярск-Уилькель называется. Уилькель – это Чукотка. Эта трасса в 1942 году была нашими летчиками, аэродромов не было. Летчиками нашими, в том числе Валерием Кузьминым, участвовал. Исследование мест, где можно построить аэродромы, площадки. И вот они за короткий срок исследовали, и за короткий срок были построены аэродромы для приема этих самолетов. И 2 ноября первая группа самолетов Китахаук, 10 штук, они приземлились в аэропорту Якутск. Эту дату мы считаем, что это начало Алсыва в нашей территории. 4 числа отсюда вылетели через Киренск на Красноярск, оттуда на фронт. Или своим воздухом, или по железной дороге. За годы 41-42, вот конец 42 и 45 год по май было перегнано через эту трассу 8 тысяч американских боевых самолетов. Это истребители, это бомбардировщики, средние, тяжелые, и транспортные самолеты, и даже тренировочные самолеты. Эта помощь, конечно, была своевременная. В то время, когда у нас трудно было с выпуском самолетов, но это не означает, что эта помощь была, она определяющей была нашей победе. Сейчас американцы особенно пытаются доказать, что они при их помощи мы только победили. Есть одна цифра. Вот Николай Рыжков, это бывший председатель Совмина, издал книгу, в которой написано: за годы войны наши эвакуированные самолеты, авиационные заводы выпустили 136,5 тысяч самолетов своих. Сравнить, мы получили, страна получила через северный путь морской и через южный путь получили всего где-то 18 с чем-то тысяч самолетов. Но это, видимо, не означает, что они победили. Но, тем не менее, они поставляли, и металл поставляли, то, что у нас не хватало,
поставляли обмундирование, медицинская помощь, медицинское оборудование, лекарства, ну и плюс продовольствие. За годы этой стране было передано, то есть по лизингу дано было 4,5 миллиона тонн пищевых продуктов. Но это не означает, что это питание хватало для России, для Красной Армии. Это было всего 10% того, что надо было за эти годы армии. Но, тем не менее, это была существенная помощь, о котором мы не можем забыть. И говоря, что это не определяющая была роль в победе, но значимая роль. Об этом даже Жуков говорил, что если вы американцам много давали, если бы не было, нам не было заряжать даже патроны. Ну, время такое было. На этой трассе за годы войны построено было 26 аэродромов. Потом они оборудованы были, как положено. Ну и 274 объектов, которые были построены на этой трассе. Город Якутск был тогда определен как центр перегонки. Здесь находились штаб перегоночной трассы, которым командовал герой Советского Союза Шевелев Марк Иванович. И первая краснознаменная дивизия, ну, она получила, конечно, позже, это Красное Знамя, которым руководил герой Советского Союза полковник Мазурук Илья Павлович. Скажите, а какую роль сыграл якутский участок трассы во всем этом снабжении со стороны Америки? Якутия сыграла очень большую роль в организации строительства аэродромов. Ну, потому что, я говорю, это был центр перегонки, то есть все командование здесь было. Ну и, естественно, аэропорты, которые здесь строились, они строились при помощи наших граждан. Мобилизовались вся, какая возможно была, автотранспорт и гужевой транспорт даже. И сотни людей работали днем и ночью на строительстве этих аэродромов. И получилось вот как раз 2 ноября все основные аэропорты трассы были построены. Ну а дальше оставалось там какие-то запасные аэродромы типа Хандыга, Зырянка строить. Алёкна уже было построено к этому моменту. Поэтому роль самой Якутии и другая помощь оказывалась. Вся, которая только нужна была трассе, республика помогала во всем. Груза шли рекой, разгрузка шла тоже нашими гражданами, якутянами, потому что трассы не было таких работников. И все это, конечно, огромную роль сыграло в работе трасс. И итогом этой работы оценкой была награждение председателя правительства Республики Винокуров Илья Егоровича боевым орденом Отечественной войны. Также были в других регионах такая же картина. Без помощи регионов эта трасса, естественно, не состоялась бы. С первого дня создания этой трассы руководству страны была конкретно поставлена задача во всем помочь трассе. А вот эти аэродромы по маршруту где располагались, в каких населенных пунктах? Ну, на нашей территории это Хандыга, Теплый Ключ, это Учур, Алданском районе, это Зырянка, это Алёкмиск, это Магдагач, потом, который нам перешел, ну, ряд других аэропортов, и Витим в том числе. Витим тогда наш был. Получается, вот после войны эти аэродромы сыграли большую роль в развитии якутской авиации? Вообще вот трасса сыграла огромную роль в развитии авиации Якутии, а через развитие авиации Якутии социально-экономического развития Якутии. Потому что после войны, в 1946 году, в марте месяце, когда была ликвидирована трасса, основное имущество осталось в распоряжении якутского управления, созданного гражданской авиацией. Остались аэропорты, специалисты аэропортов, естественно, никуда не делись, остались. Кроме того, остались 50 специалистов летного состава, где-то 35-40 человек севеждистов и диспетчеров, ну, плюс около 30 специалистов инженерно-авиационной службы, ну, естественно, в наземных службах остались люди.
остались имущества, в том числе за годы войны было американцам нам передано 320 тысяч этих самых автомобилей. И из этих автомобилей остались сейчас и в Якутском аэропорту. Это были Студебекеры, Биллисы, Зорджи и другие. Ну и плюс вот оставшиеся люди, они составляли, приехавшим из войны людьми, составляли основной костяк авиации Якутии, командный руководящий состава Якутии, авиации Якутии до середины 70-х годов. А вот спустя десятилетия какие мероприятия делаются для ветеранов трасс? Ну, мы с 50-летия, то есть с 92-го года отмечаем это, да, как каждый через 5 лет. Ветеранов, к сожалению, практически не осталось. Осталась одна бабушка, ей под 90 лет, она очень больная, но остальных уже нет. Но мы их всегда чествовали, и на этот раз тоже предусмотрено очень много мероприятий. Есть распоряжение главы республики Егора Афанасьевича Борисова о праздновании этой даты. Почему отмечается эта дата? Потому что впоследствии Алсип имел огромную роль для разбития самой Якутии. Поэтому мы к этим дням проводим очень много и со средством массовой информации будем проводить и спортивные мероприятия, ну и встречи со школьниками и с этими курсантами своими. То есть очень масштабная работа будет проводиться Министерством транспорта и нами. Спасибо большое, Василий Егорович. С вами была передача «Акцент» на портале вся.ру. До свидания.